О рабы Аллаха, бойтесь Аллаха должным образом и не покидайте этот мир не иначе, как мусульманами. Дорогие братья и сестры, пусть Всевышний Аллах сделает запретными наши тела, наши лица для огня. Аминь. Точно так же, как Он сделал эти дни, этот месяц, в котором мы находимся, запретным. Дорогие братья и сестры, знаете ли вы, знаем ли мы, до конца ли осознаем ли мы, в какие дни мы находимся, в каком месяце мы находимся? Мы сейчас находимся в месяце Зуль-Хиджа. Зуль-Хиджа. Это один из величайших месяцев Аллаха. Запретный месяц Аллаха. В первой декаде, в первые 10 дней. Эти 10 дней, дорогие братья, они вобрали в себя все элементы поклонения столпов ислама. Вот мы до конца, современные мусульмане, в первую очередь я, до конца не осознаем этого, не чувствуем этого. И это плохо. Мы ждем Рамадан, мы любим Рамадан, мы в трепете от Рамадана. Да, Рамадан – это величайший столб. Рамадан – это особенный месяц. Но знаете ли вы, дорогие братья, что, по мнению некоторых авторитетных ученых, эти 10 дней, они самые лучшие. И причина, мы будем подробно это разбирать, причина заключается именно мудрость в этом, в том, что эти 10 дней, в отличие от Рамадана, вобрали в себя все элементы поклонения столпов ислама. Таухид, ла иляха илляллах, молитва в нем есть по умолчанию, поскольку есть все поклонения. Если говорить про закят садака, то есть тратить на пути Всевышнего Аллаха, то есть удхия, курбан, что является, по мнению Абу Ханифы, в одной версии, по мнению имама Ахмада, ваджибом, хотя большинство ученых посчитали это сунна муаккада, утвержденной сунной. Если говорить про пост, как элемент поклонения, то в эти дни поститься желательно. А пост в день Арафа, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, я надеюсь, что Аллах даст искупление за предыдущий и будущий год, то есть является искуплением за 2 года. Что касается поста, Хафса передает, мать правоверных, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям никогда не оставлял 4. Это пост в день Ашура, пост в 10 дней, имеется в виду 10 дней Дуль-Хиджа, 3 дня каждый месяц и 2 раката после утра, приводит Ахмад Насаи. По поводу дня Арафа я уже упомянул. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Сияму йауми Арафа ахтасибу аля Аллах ан юкаффира ас-сана аллати каблах ва ас-сана аллати ба'да». Пост в день Арафа, я надеюсь, что Аллах тем самым искупит год, который был до этого, и год после этого. И, конечно же, хадж. Хадж, который является кульминацией этих 10 дней. Таким образом, вы видите, что эти 10 дней вобрали в себя все элементы поклонения 5 столпов ислама, что отсутствует в Рамадане. В Рамадане этого нет. И как сказал Ибн Хаджар, подчеркивая этот смысл, он так сказал: Фатх аль-Бари. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ, то, что является очевидным, причина в достоинстве этих 10 дней, это то, что в эти 10 дней собирается уммахатуль айбада, матеря всех поклонений. Это намаз, пост, садака, хадж, тогда как это недоступно или не дано в другие времена.
Именно поэтому Аллах поклялся этими днями. «Валь-фаджр» – клянусь утренней зарей. «Валяялин ашр» – клянусь 10 ночами. А мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля клянется теми из своих творений, или тогда клянется, когда хочет подчеркнуть величие чего-либо, важность чего-либо. И Аллах клянется своими творениями, и это подобает Ему. А нам лишь подобает клясться Его прекрасными именами и атрибутами. И как сказал это Ибн Кафир в своем толковании, Ибн Аббас, Ибн Зубейр, Муджахид считали, что 10 ночей – это 10 дней Зуль-Хиджа. Хотя некоторые говорят, 10 ночей имеется в виду 10 дней Рамадана. И такое толкование, мнение есть. И именно поэтому, наверное, посланник Аллаха назвал эти дни, обратите внимание, посланник Аллаха, саллаллаху, назвал эти дни, в которые мы сейчас живем с вами, лучшими днями этой дуньи. Вы можете себе представить это? Именно такая формулировка проходит в хорошем хадисе, который приводит Баззар, с хорошим иснадом. И сказано так, что пророк ﷺ сказал: «Афдалю аями дунья», наилучшие дни этой дуньи, эль-ашр, 10 дней, имея в виду 10 дней Зуль-Хиджа. И у него спросили: «Вакиля, валя мифляхунна фи сабилилля», а не может быть ли 10 дней, проведенные на пути Аллаха, имеется в виду на пути сражения на пути Аллаха? Ведь мы знаем, что сражаться на пути Аллаха – это пик, вершина, зирва санамихи. И он сказал: даже на пути Аллаха. «Илля раджулун аффара ваджхаху биттураб», за исключением того человека, который полностью потратил себя, то есть умер на пути Аллаха и был похоронен. Дорогие братья, должно нам в эти дни каждой клеточкой своего организма прочувствовать это, прочувствовать этот смысл, о котором я сейчас говорю, ссылаясь на аяты и хадисы. Поскольку именно в этом заключается богобоязненность сердец. Обратите внимание, как раз таки в контексте об этих обрядах в суре Хадж, что говорит Аллах Субхану ва Тааля? Он говорит: «Залика, бада аузу биллахи минаш шайтани раджим, залика ва ман ю'аззим хуруматиллах, фахуа хайрун лаху, фахуа хайрун лаху инда раббихи». Вот так. Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам читается. Избегайте же скверны идолов, избегайте лживых речей. И в 32-м аяте, это был 30-й аят, Аллах говорит, как бы подчеркивайте смыслы, еще раз утверждаете смыслы. «Залика ва ман ю'аззим ша'аир Аллах, фа иннаха мин такваль кулуб». Вот так, если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, а сюда входит все, по мнению классических толкователей, которые ссылаются на сподвижников. Сюда входят все обряды: Муздалифа, Мина, Арафа, Хадж, все, что касается поклонения в эти дни. Вот так, если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит ведь от богобоязненности в сердцах. Ощущение, прочувствовать это, чувствовать величие этих дней, которые почтил Аллах, если мы этим будем обладать, значит, мы стремимся к совершенству в богобоязненности к Аллаху. Поэтому, дорогие братья, должно мусульманину в этот месяц усердствовать как можно больше, совершая благие дела, как указал на это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Что он сказал в достоверном хадисе, который приводит Бухари? «Ма мин айями л-амали ссалихи фиха ахаббу иля Аллах мин хадихи л-айям». Нет таких дней, в
которых бы праведные деяния были более любимы для Аллаха, нежели совершение этих праведных деяний. Именно в эти дни, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, имея в виду Зуль-Хиджа, первые 10 дней Зуль-Хиджа. «Калу, я Расул Аллах, валяль джихад фи сабилилля». Сподвижники спросили: о посланник Аллаха, и даже джихад на пути Аллаха, который является пиком, как мы говорили. И он сказал: и даже джихад на пути Аллаха, сделав исключение. «Илля раджулюн», за исключением мужчины, человека, который вышел, жертвуя своей душой, рискуя своей душой, своим имуществом, и вернулся ни с чем, то есть погиб на пути Аллаха. Хадис приводит Эль-Бухари. Теперь смотрите, поясняет этот хадис величайший ученый Ибн Раджаб, рахимахуллах. Что говорит? Он говорит: فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَفْضِيلِ الْعَمَلِ فِي عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الْعَمَلِ فِي جَمِيعِ أَعْشَارِ الشَّهْرِ. Таким образом, достоинство совершения праведных деяний в эти 10 дней Зуль-Хиджа, то есть они превосходят все остальные декады любого месяца. Однако, подчеркивает, фарды, совершаемые в 10 Зуль-Хиджа, лучше фардов в остальных месяцах. Навафиль, дополнительные поклонения, совершаемые в эти 10 дней Зуль-Хиджа, лучше, чем навафиль в любые другие месяца. И как бы он косвенно отвечает на вопрос на самом деле, что лучше, 10 дней Зуль-Хиджа или Рамадан. Косвенно. Итак, дорогие братья и сестры, мы находимся с вами в величайшие 10 дней Зуль-Хиджа, которые, к сожалению, на сегодняшний день, как по мне, на мой взгляд, мусульмане утратили это даже в какой-то мере. Да. Есть позабытые вещи в исламе, позабытые сунны. Нет этого ощущения, в отличие от Рамадана. Хотя, как мы уже подчеркнули, как мы сослались на Ибн Раджаба, эти 10 дней Зуль-Хиджа, именно дней, если говорить ночи, то, безусловно, ночи Рамадана 10, они лучше и выше, поскольку там есть Лейлатуль Кадр. Они лучшие в этой дуне. Так, и всегда будет стоять вопрос: а что же делать? Что же делать в эти дни? Оджа, шейх, что же делать в эти дни? Первый совет. Это важно именно с этого начинать. Важно начинать обнулять намерения свои, очищать душу свою, очищать, как это приказывает сам Аллах. И он говорит: «Я айюхалладзина аману, тубу иля Аллахи таубатан насуха». О те, которые уверовали, кайтесь перед Аллахом искренним покаянием. Он простит вам ваши грехи, ведет вас в рай и так далее. Это то, с чего следует начинать. В обязательном порядке, если у нас есть какие-то грехи, бросить их, оставить. Ведь совершение грехов – это бремя, это тяжесть, это наказание. А совершение таких грехов в такое время, то есть в то время, которое почтил Аллах, это еще больше дерзкий грех в отношении Аллаха, за который подобает более тяжкое наказание. И это распространяется также на места. Грех, который совершается в Мекке и в святынях ислама, он более величайший, нежели в каком-то другом месте. То же самое касается времени. Поэтому первое – это очищение от грехов. Тауба насиха. Второе – зикр. Зикр. Мы сейчас говорим про личностное, каждое, что касается человека лично. Зикр. Аль-икфару мин ат-тахмиди ват-тахлили ват-такбир. Как можно больше повторять слова «Ля иляха илляллах». Привязывать свое сердце к Аллаху. Как можно больше говорить «Альхамдулилля». Как можно больше говорить «Аллаху Акбар». Ведь посланник Аллаха нам велел это делать. Ведь Аллах прежде этого
говорил об этом и сказал об этом в суре Хадж, 28 аяте, «Лияшхаду манафи'а лахум», чтобы они засвидетельствовали пользу для них. «Ваядкуру смаллах», и поминали имя Аллаха. В контексте имеется в виду обрядов в эти 10 дней Зуль-Хиджа. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Он сказал: нету ма мин айямин а'заму инда Аллах, ва ла ахаббу илейхи ал'амалу фихинна мин хади ал'айями ал'ашр, фа акфиру фихинна мин ат-тахлили ва ат-такбири ва ат-тахмид. Нет более величайших пред Аллахом и более любимых, чтобы были более любимые для Аллаха праведные деяния, нежели в эти 10 дней. Посему пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: а поэтому как можно больше произносите слова ля иляха илляллах, как можно больше произносите слова Аллаху Акбар, и как можно больше говорите Альхамдулиллах. Хадис сахих, хадис достоверный. Пост, совершение праведных деяний, как можно больше, мы об этом говорили. Садака, соблюдение поста в эти 10 дней, пост, Арафа, особенный статус, упомянули уже об этом. Как можно больше будьте социально активными на пути Аллаха, покройтесь пылью на пути Аллаха. Особенно в организации Курбана. Это все в целом относится к принципу аль-амру биль-ма'руф ва нахи аниль мункар. Ну и, конечно же, совершить хадж тому, кто способен на это. К сожалению, в этом году в современных условиях с этим ковидом это недоступно. Валлаху мустаан. Таким образом, дорогие братья и сестры, не упускайте, я призываю в первую очередь себя, не упускайте эту великую возможность быть благодарными Аллаху за то, что мы застали эти дни, прочувствовать величие этих дней. Планируйте на пути Аллаха, воплощайте, исполняйте, призывайте к одобряемому, запрещайте порицаемое, покройтесь пылью на пути Аллаха.